Что вы делаете? Для чего нужна карта командиру? Как для чего? Ну для чего нужна карта командиру? Карта нужна командиру, чтобы ориентироваться на местность. За Крюковым для нас земли нет. Или умрем, или остановим немцев. Волей или неволей изучая страницы и сражения этой страшной войны, мы с вами периодически вынуждены упоминать различных деятелей, которых пропиарили западные издания и сами немцы. Мы с вами упоминали о Курте Майере, Йоахиме Пайпере, о всяких Руделях, Витманах, Кариусах, Книспелях и прочих. Их имена нам почему-то более известны и чаще на слуху, и, к сожалению, это не потому, что нам легче произнести их вслух. Просто нам мало говорят о наших героях. Мы знаем лишь самых основных, но не знаем и сотой части тех, благодаря кому все эти Пайперы и Майеры так и не дошли до Москвы, так и не добрались до желаемой цели, а умылись кровью. А умыли их кровавой юшкой как раз такие мужики, как Бауржан Мамушулы. Для многих жителей Казахстана это имя знакомо с детства, но для кого-то из нас оно может быть незнакомо совсем. Сегодня наша задача исправить это. Он сам предпочитал, чтобы его называли коротко Мамушулы, то есть сын Мамыша, а фамилии, как он сам говорил, у него не было. Ирония судьбы, что Геббельс и его подпевалы, а также немецкие солдаты и офицеры в своих мемуарах все несут чушь про монгольские орды, а на деле их гасил казах. Его называли диким лейтенантом, и этим мужиком восхищался кубинский Фидель Кастро, а уж этот отчаянный и отмороженный кубинец знал в людях толк, уж точно. Про личную встречу Кастро и Мамушулы мы поговорим позже. Главный сын казахского народа ломал СС под Демянском и стопорил вермахт под Москвой. Мы просто обязаны сегодня поговорить об этом человеке. Да, имя нелегкое для непривычного восприятия, но так запомните его лицо, ведь он был красавчик, как на войне, так и по жизни. Героями не рождаются, героями становятся. Для продуктивного героизма на войне, для того, чтобы рвать горло обученному и безжалостному врагу, нужна не только храбрость, но и навыки, и они у Бауржана были. Он не был охотником и не был самородком, и умение убивать и руководить людьми не было в его крови. Но он был кадровым солдатом с опытом, человеком, который годами постигал военную науку, и она в итоге помогла ему выжить в этой страшной войне, а также спасла людей, которые были в его подчинении. Чтобы вы оценили масштаб подготовки и знаний, с которыми Бауржан подошел к 22 июля 1941 года, я приведу вам небольшую историческую справку из его довоенной биографии. В рабоче-крестьянскую армию был призван в ноябре 1932 года, окончил команду одногодичников 14-го горнострелкового полка 3-й Туркестанской стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе. В сентябре 1935 года служил командиром взвода в этом полку. В январе 1936 года уволен в запас. После работал старшим консультантом Казахстанской республиканской конторы промышленного банка. В марте 1936 года был призван в Красную армию вторично. Служил на Дальнем Востоке в особо краснознаменной дальневосточной армии под командованием маршала Советского Союза Блюхера, направлен в 315-й стрелковый полк 105-й стрелковой дивизии, где служил командиром взвода противотанковой батареи, помощником командира и командиром батареи, командиром артиллерийского дивизиона. В июле-августе 1938 года участвовал в боях с японской Квантунской армией у озера Хасан, командиром артиллерийской батареи. В феврале 1940 года переведен в Киевский областной военный округ, где с апреля служил помощником начальника штаба 406-го стрелкового военного полка 24-й стрелковой дивизии. Участвовал в присоединении Бессарабии к СССР. В январе 1941 года вновь переведен в Среднеазиатский военный округ и назначен старшим инструктором воинской подготовки Республиканского военкомата Казахской ССР. Ну что, друзья, оценили масштабы? Сейчас некоторые призывники с трудом тянут на год лямку срочной службы, а этот человек фактически 8 лет служил в армии, имел разносторонний и в том числе боевой опыт. Такого мужика явно было не взять губными гармошками и коротко закатанными рукавами веселых арийских ребят. После начала войны в Алмате началось формирование 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Ивана Васильевича Панфилова.
Теперь вы понимаете, куда попал наш герой, в какой части предстояло ему служить. На тот момент о дивизии никто ничего не знал. Панфиловцам только предстоит войти в вечность и стать легендой, но часть уже на этапе формирования была непростой, и людей туда набирали не случайных. По большей части старались брать добровольцев, но с опытом ведения армейской службы, а еще лучше с опытом боевых действий. Поэтому таким людям, как Бауржан Мамушулы, там были рады. На примере дивизии Панфилова мы видим, что если дух и характер советского человека был помножен на боевой опыт и грамотное командование, то такие части было не сломать, даже лучше на тот момент армии мира, какой был вермахт. Разумеется, имея такой колоссальный опыт, Бауржан получил и соответственную должность. Он был назначен командиром 1073-го полка Талгарского стрелкового батальона. В сентябре 1941 года дивизия передается в распоряжение 52-й армии и строит оборонительные рубежи в районе Малой Вишеры. В октябре 1941 года дивизию Панфилова передают в состав 16-й армии и бросают под Волоколамск. Во время финальной стадии немецкой операции «Тайфун» в боях 16 по 18 ноября старший лейтенант Мамушулы и его батальон не сражались у знаменитого разъезда Дубосекова. Но им тоже пришлось несладко. Они вели бой также в районе Волоколамского шоссе у деревни Матрёнино. И на 3 дня парализовали в этом секторе продвижение немцев. Будучи отрезанными от основных сил дивизии, комбат вывел из окружения свой батальон, который сохранил боеспособность. По результатам боев в районе Волоколамска дивизию Панфилова переименовывают из 316-й в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а полк, в котором служил Бауржан, становится 19-м гвардейским. Лично Рокоссовский своим приказом по 16-й армии назначает Мамушулы на должность 19-го гвардейского полка, отмечая его навыки, инициативность и тактическую хватку. В конце ноября полк Бауржана держал деревню Соколово, в течение 4 дней отражая атаки наседающих немцев. В бою он получил ранение, но руководить своими людьми продолжал, отказавшись от госпитализации и отправки в тыл. Вот послушайте и теперь сравните с картинкой комбата, которого нам показали в фильме «Ржев». Там комбат бухает и ноет, сидя в тылу, пока рота погибает в деревне Овсянниково. А тут Мамушулы, уже будучи командиром полка, ведет бой в деревне вместе со своими людьми. Нет, я, конечно, не отрицаю, что были подонки, но почему нам показывают именно трусов и подонков? Почему никогда не показывают героев? Наверное, не хотят создать определенное впечатление и сформировать определенное мнение, что не было у нас героев, что наши предки были скотом и рабами, которыми руководили подонки и трусы, а немцы отступили из-под Москвы, потому что им стало жалко нас и они устали нас убивать. Извините, отвлекся и еще не отошел от Ржева, тем более, когда рассказывают о реальных героях и о том, как было на самом деле. А потом для полка Мамушулы начались страшные бои за деревню Крюково, которая находится недалеко от подмосковного Зеленограда. Помните знаменитую песню? Шел в атаку яростный 41 год, у деревни Крюково погибает взвод, все патроны кончились, больше нет гранат, в живых остались только 7 молодых солдат. Так вот, наш герой и там был, и там отметился, но не погиб, а был ранен и опять продолжил управлять своими людьми. Для справки отмечу, что за эту деревеньку были кошмарные бои. Деревня переходила 8 раз из рук в руки. Немцы там основательно окопались и использовали деревню как ближайший опорный пункт для броска на Москву. Достаточно сказать, что там находилась часть 35-й пехотной и 11-й танковой дивизии, а южнее была 5-я танковая дивизия вермахта. Но не прошли, не смогли, и деревню они потеряли. Крюково было освобождено советскими частями 7 декабря 1941 года. Дальше еще круче. Помните, мы с вами не раз обсуждали, как грустили немцы в Демянском котле. Неоднократно читали их мемуары, и мы знаем, что дивизия СС Тоттенкопф хоть и смогла унести ноги из котла весной 1942 года по Ромушевскому коридору, но фактически перестала существовать в тех боях и была воссоздана чуть ли не заново. Так вот, заслуга в этом отчасти лежит на нашем герое. С декабря 1941 года исполнял должность заместителя командира 1075-го стрелкового полка. В феврале 1942 года вновь назначен командиром 19-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в контрнаступлении под Москвой. В январе 1942 года 8-я гвардейская стрелковая дивизия была передана в 3-ю ударную армию Северо-Западного фронта, где вела бои с дивизией СС «Мертвая голова»,
ходе Демянской наступательной операции. Мамуш-Улы и его люди кошмарили мертвую голову основательно. Им лично была разработана стратегия беспокоящих ударов, когда по 6 деревням, в которых держали оборону гренадеры СС в течение одной ночи и следующих за ними, нанося ряд ударов, сначала с одной стороны, потом с другой. То есть у эсэсовцев складывалось ощущение, что они сдерживают крупное наступление и прорыв советских частей, а на самом деле вели бои с одним потрепанным полком Бауржана. С начала севера населенный пункт атаковало одно отделение. Едва закончило эту атаку, другое отделение начинало штурм с юга. И в итоге у гренадеров ехала крыша, и они бегали по кругу. У вас может возникнуть вопрос, почему не брали силу одновременно штурмом с двух сторон? Я думаю, что просто банально не хватало сил. Но как тактика по изматыванию врага она была отличной. В начале 43-го года Бауржан убывает в тыл в связи с тяжелой болезнью и последствиями от полученных ранений. В мае 44-го года, как перспективный офицер, был направлен на курсы высшего командного состава, где оканчивает курсы Высшей военной академии имени Ворошилова. На фронт он возвращается в январе 45-го года и принимает командование над 9-й гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. В общем, уже по названию части не хухры-мухры, а элитная. Руководит людьми грамотно и держит в котле курляндскую группировку немцев. В ходе февраля и марта, наступая в районе Перекуля в Латвии, бойцы под его руководством прорывают 3 линии обороны немцев и освобождают ряд населенных пунктов. Бауржан Мамуш-Улы был одним из тех, кто принимал капитуляцию гарнизонной группы армии Курляндия. После войны до 1955 года находится на военной службе, руководит веренной ему дивизией, а после и бригадой, читает лекции и руководит кафедрой военной академии имени Молотова. В 1955 году выходит в запас на почетную пенсию. Занимается литературным трудом, пишет прозу о войне, а также поднимает острые социальные и моральные вопросы. Занимается переводом книг с русского на казахский и с казахского на русский. Человек не думал, как заработать денег, а всю жизнь посвятил делам, полезным обществу и окружающим. А теперь еще один интересный эпизод. В свое время лидер кубинской революции Фидель Кастро прочитал книгу советского писателя Александра Бека «Волоколамское шоссе», где фигура и дела Бауржана Мамуш-Улы описаны подробно и в красках. С тех пор лихой казах стал кумиром Фиделя, и он очень хотел с ним встретиться. Узнав о проявленном интересе к своей фигуре, Мамуш-Улы отправил официальное приглашение Фиделю и Че Геваре, и те в 1963 году посетили СССР. А позже состоялся и ответный визит Бауржана на Кубу, где его приняли очень хорошо, и он гостил 10 дней на побережье Карибского моря. Умер легенда советских войск, советского и казахского народа в 1982 году в Алмате. Звание Героя Советского Союза нашло своего героя в 1990 году. Вот такой был человек, несгибаемый, умелый, бесстрашный, с четкой жизненной позицией и правильным воспитанием. Я понимаю, что вы посмотрели ролик и, возможно, забудете его имя, но лицо запомните обязательно, чтобы любому, кто спросит, а кто этот казах? Вы могли сказать, что этот мужик, который ломал СС под Демянском и рвал вермахт под Москвой. А еще вы можете посмотреть фильм, сериал, он так и называется «Бауржан Мамуш-Улы». Вот так вот, ребята. Пишите свои комментарии, обязательно поставьте лайк этому видео. До скорой встречи, всем пока.